на сегодняшний день и у нас 20 объектов, и к середине мая будет 30. То есть динамика достаточно положительная, и она нас очень радует, даже удивляет, потому что мы недооценили на самом деле ранее свои возможности. Сейчас на самом деле мы собираем самые простые фракции, с которыми мы научились справляться, и которые очень легко сортировать и отделять от основного объема твердых бытовых отходов. Это картон, алюминиевые банки и ПЭТ-1 бутылочного типа. Далее мы собираем вторсырье в наши машины, привозим на базу, проводим дополнительную сортировку, потому что всегда есть засор. Отправляем в пресс, делаем из него брикеты, уменьшаем в объеме примерно в 40 раз. Таким образом, да, вторсырье уменьшается в 40 раз, мы посчитали. И отправляем на комбинаты по переработке. Это комбинаты за пределами республики. На территории нашей республики их нет пока, к сожалению. Вот. Сейчас у нас наладилась связь с администрацией города, и уже администрация установила 6 контейнеров. Ну, мы планируем проводить переговоры дальше. Возможно, эта программа будет расширяться еще за счет городских властей. Плюс все больше и больше людей, предпринимателей заинтересовываются раздельным сбором, он становится популярным, и даже сами к нам иногда приходят с идеями установить контейнер для раздельного сбора в своем доме. На самом деле вопрос достаточно сложный. Что касаемо переработки. Если рассматривать целлюлозные какие-то предприятия, как правило, они очень большие, огромные производственные линии требуются для этого. Тут, конечно, есть сложности с нашим регионом. Во-первых, у нас не очень большой сбыт продукции возможен, плюс экспорт продукции в другие регионы с республики осложняется стоимостью логистики. Поэтому мы рассматриваем такие возможности, но в основном акцентируется на каких-то небольших перерабатывающих комбинатов, допустим, касаемо там каких-то строительных материалов, да, там полимер песчаных, либо производство туалетной бумаги, в общем, что-то такое небольшое. Это что касается бумаги, да, и некоторых типов пластика. Конечно, правильнее из пластика делать тот же самый пластик, возвращать его в свою там исконную среду. Но тут какая проблема у нас сейчас есть? Низкая собираемость. Да, несмотря на то, что контейнеров уже 30, поэтому мы собираем где-то от полутонны до 1 тонны в месяц, а это, к примеру, там большой комбинат по переработке пластика, небольшой, точнее, среднего размера, стоит от 10 до 15 миллионов рублей. Срок окупаемости очень большой. Когда собираемость увеличится, и мы будем собирать уже 10 и 15 тонн, тогда можно уже поднимать вопросы о переработке внутри региона. То есть из ПЭТа делать ПЭТ-гранулу, которую в последующем можно будет продавать на другие производства, да, то есть и при этом цена будет возрастать, это будет экономически более привлекательно, и я думаю, что это опять же поможет отрасли переработки развиваться на территории республики. Население города готово и уже погружено в сортировку на те фракции, которые мы сейчас имеем. На самом деле, вот эти 3, 4, 5 фракций, это там самое начало только, наверное, сортировки, можно так сказать. Там еще очень много других отходов, с которыми тоже надо разбираться. Часто слышим возражения, что сложно донести до пункта сортировки, там у меня во дворе нету, но на самом деле тут у нас... И вообще зачем мне это делать, если я за это ничего не получаю? Но тут у нас есть ответ, мы же живем все в этом мире. Экология зависит от наших действий, и никто другой за нас ее не улучшит. Поэтому я призываю всех жителей города Якутска в очередной раз заняться сортировкой вторсырья и отказаться от неразумного потребления.